Клавдии Ивановне Волковой 87 лет. Ветеран тыла, вдова участника войны. Родилась и всю жизнь прожила в селе Каноникольское Зилаирского района. Она, как и все ее односельчане, была свидетелем разрушения Никольского храма в 30-х годах прошлого столетия. Эту историю мы уже рассказывали в нашем эфире. Единственный приход на несколько деревень района сначала превратили в клуб, затем кинотеатр, а потом и вовсе забросили. После того, как начали разрушать храм, церковные святыни разошлись по домам каноникольцев, а все, что было негоже власти, отправилось на свалку. Это коснулось и икон. Ну и вот и все, а там как ломали, все загребли, мусор, куча гора. Я не знаю, вот сели отдыхать, а меня сейчас прям трясет, не могу. Вот это я помню. Сели отдыхать, мне не надо сидеть, мне надо на эту кучу идти. Вот тянет, вроде меня кто на веревке тянет. Ну и пошла к этой куче, все раскидала, там все расшвыряла. И нашла вот доску, черной краской выкрашенная, и вот такие гвозди. И надо было мне ее взять. Я сюда подошла к девчатам, села. И тут стекло лежит, как будто положили мне специально ее. Взяла это стекло, начала скрезь, наскребла венчик. Ох, икона. Потом Клавдия Ивановна нашла вторую часть иконы. Дома с матерью они очистили доски от черной краски простым ножом. Тогда и открылся лик Богородицы с младенцем на руках. Причем сохранилась икона великолепно. Тогда верить в Бога было запрещено, вспоминает Клавдия Ивановна. Пришлось оставить образ дома. Так и провисела икона 60 лет. Намоленный сильный лик Богородицы только укрепил веру в небесные силы. А я, говорит, ныне сон видела. На крыльце, говорит, сидит Божья Мать плачет. Это не клуб, говорит, это. А ты что плачешь? Она говорит, а меня вот выгнали из дома, захаркали меня, заплевали, меня деваться некуда. И на вот так меня туда, вот этот день и тянул туда. Вот так я ее нашла. Как-то вам эта икона помогала? Ну, без Бога нельзя, ведь моя, конечно, помогала. Вот до сих пор душа моя в ней болит. 4 года назад Клавдия Ивановна переехала в Сибай и оставила икону в доме сына. Но и здесь приключились чудеса. С отъездом хозяйки икона упала со стены и раскололась. Доски убрали в дальний угол, и лишь несколько дней назад внучка Клавдии Ивановны предложила передать икону Сибайскому храму. Как выяснилось, в церкви это греческая афонская икона, которая носит название «Достойно есть» или «Милующая». Ей молится об отпущении грехов, об обретении душевного и телесного здоровья, о семейном счастье. Икона, видите, она как живая, она сама о себе позаботиться может, и сама может явиться и людям. И Богородица как-то вот, как окно это в иной мир, эта икона, и поэтому она живая и может нам, наверное, как-то помочь, сама укажет. Что с ней сделать, не знаю пока. Пока мы ее, наверное, попробуем отреставрировать немножко. Если сравнить два образа этой иконы, то на найденной отсутствует нижняя и правая части. Вероятно, они либо закопаны где-то возле Никольского храма, либо уже уничтожены. Но в любом случае, такое явление как раз и попадает под любимое всеми слово «чудо» и заставляет в очередной раз задуматься и поверить, что Бог всегда рядом. Елена Афанасьева, Радмир Сингулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.